Сёян. 4 буквы С-Ё-Я-Н. Сёян. Главное, что вспоминается, это хлеб. Хлеб – это нянь. Многие знают. Нянь. Нянь. Очень красивое слово. Так, директор издательского дома «Коми» Инесса Орел учит коми-языку своих подписчиков. Тема урока – локтаче – еда. Сейчас вы узнали еще 5 коми-слов, которые можете использовать каждый день. То есть вы разговариваете по-русски, но включаете коми-язычные какие-то слова и, соответственно, запоминаете. А вот традиционный урок коми-языка, записанный в Карткиросской центральной библиотеке. Тема – название месяцев. Первый месяц, который идет в году, это январь. По коми он звучит как «товшер». Это уже репортаж из Брыкаланска, Ижемского района. Местный житель везет блог прямо с сенокоса. У вас на экранах здесь или где-то здесь видна коми-поговорка или пословица. И данное приложение объясняет, почему мы здесь косим сено. Кроме полезной информации, в каждом ролике свои фишки. Фольклорные. Вот, например, загадки. Пыдастампельса яй пуктама. В катку без дна мясо положено. Что это такое? Закадровый текст на русском и с небольшим коми-акцентом. Это придает колорит. А еще в начале видео автор интригует подписчиков рецептом секретного коми-блюда. Сегодня я приготовлю картофельные оладьи. Готовим! В общем, познавательно и сделано с любовью глубинки к родному языку. А эта блогерша коми-языка не знает и живет далеко за пределами коми. Ее блог посвящен разным языкам. Девушка признается, в ее жилах якобы зырянская кровь. Причем с 17 века, когда староверы ушли из наших краев и обосновались на Алтае. Учитывая, что староверы в основном были русскоязычными, факт сомнительный, конечно. Моя бабушка, которая коренная петербурженка, когда закончила Санкт-Петербургский государственный педагогический университет, поехала на Алтайский край по распределению работать учителем математики. Там она жила целых 5 лет и работала в школе. Также там она познакомилась со своим будущим мужем, вышла замуж и родила 2 дочек, одна из которых моя мама. Соответственно, по линии отца моей мамы в роду были зыряне. Это, по крайней мере, та история, которую я слышала все свое детство. Но я на тот момент не знала, что зыряне – это и есть коми. В дань уважения предков, говорит, и начала изучать коми-язык. Причем взялась так основательно, что исследовала его от истоков. На самом деле, помимо Республики Коми, на коми-языке также говорят в других регионах России. Например, в Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и даже на Кольском полуострове. Если затрагивать число говорящих на коми-языке, то цифры варьируются в зависимости от источника, но примерно это 160 тысяч человек. Язык для полиглота оказался невероятно интересным, но сложным. Уральская языковая семья, финно-угорская группа, отсутствие рода, богатство диалектов и падежей. На самом деле в коми-языке даже больше падежей, чем в финском и в эстонском. Но цифры варьируются. Стандартное число, которое я обнаружила, это 17 падежей. Но я кое-где нашла, что в зависимости от конкретного диалекта эта цифра может доходить до 27. Но даже если мы думаем про 17 падежей, вы можете представить себе 17 падежей. В русском языке 6 падежей, которые мы изучаем в школе. Чаще такие блоги, и, наверное, уже по традиции, заканчиваются коми-песнями. Они-то во всей полноте передают красоту коми-языка, вызывают интерес к нему. Анастасия Тюрнина, телеканал Юрган.